Сегодня в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялось торжество, приуроченное к празднованию Всемирного дня медицинских сестер, который ежегодно отмечается 12 мая. Мероприятие прошло с участием руководства Минздрава, депутатов Джокурку Кенеши, руководителей и сотрудников организаций здравоохранения. В этом году в честь праздника нагрудным значком «Саламаттык Сахтонун Ардактуу Кызматкерлери» были награждены 95 специалистов и почетной грамотой 21 специалист во всей стране. Назгуль Кадырова – старшая медсестра Чаткальского центра общеврачебной практики. Сегодня она получила нагрудной значок и грамоту от Министерства здравоохранения. 30 лет своей жизни она отдала медицине. Как рассказывает сама медсестра, сейчас работать намного легче. Есть более современная техника, да и со стороны государства хорошая поддержка. Сейчас действительно работать легче. Нам обновили технику, внедрили цифровизацию, что позволяет ускорять нашу работу в разы. Я считаю, что медсестры играют очень важную роль в медицине, ведь именно мы порой первыми оказываем необходимую помощь нуждающимся. Медсестры и акушеры составляют больше половины численности профессиональных медицинских работников в Кыргызстане. По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, сейчас наблюдается нехватка медсестер. В стране нужно еще 5000 работников. Также он отметил, что Минздрав совместно с правительством ведут работу по улучшению условий как жизни, так и работы сотрудников здравоохранения. Мы за 3 года, как по поручению Садра Драгоджевича, 2 раза подняли зарплату медсестрам. Это было в апреле 2021 года, июле 2021 года. В настоящее время средняя зарплата медсестер составляет от 14 до 20 тысяч сомов. В то же время по поручению Садра Драгоджевича сейчас в городе Бишкек, городе Алабад и городе Ош строятся дома, которые будут даваться ипотечным кредитам, льготным ипотечным кредитам нашим медсестрам. Медицинские сестры взаимодействуют с людьми на протяжении всей жизни, что составляет около 90% от общего числа контактов между пациентами и медицинскими работниками. Нередко это бывает первым и единственным контактом человека с системой оказания медицинской помощи. В отдаленных регионах нашей страны медсестры и акушеры предоставляют медицинские услуги самостоятельно из-за нехватки врачей. Малик Аюпов, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.